В 2015-м эти кадры шокировали всю страну. На видео ребенок выходит через открытое окно на карниз и ходит по нему почти 3 минуты. И это на 8-м этаже. Малыш просто чудом не срывается с такой высоты. Ты посмотри, он даже не держится. Это случилось в одном из городов Челябинской области, и, к счастью, все обошлось. Но чаще всего такие случаи заканчиваются трагедией, как в Усинске, например. 7 мая этого года 4-летний мальчик залез на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал с высоты 8-го этажа. С наступлением теплой погоды в Коми за короткий период зафиксировано 5 случаев выпадения детей из окон. И причина вовсе не в халатном отношении родителей. Это не разгильдяйское поведение родителей ни в коем случае. Это любящие семьи, в которых произошли несчастные случаи из-за того, что доли секунды ребенок выпадает из поля зрения. Я прошу всех родителей еще раз, пожалуйста, внимательнее относитесь к тому, где находятся ваши дети, открыты ли ваши окна, потому что для беды достаточно 2-3 секунд. Это неправильный родительский контроль, считает врач-педиатр Сыктывкарской станции скорой помощи Лев Волков. Его медицинский стаж более 30 лет. 22 из них работают в неотложке. По его словам, каждый 5-й вызов к ребенку связан с разными увечьями. Последние годы особенно увеличилось количество домашней травмы. В каждой такой семье доктор проводит ликбез. Мамам и папам врач советует научиться мыслить как дети, которые по своей природе любопытны, смышлены и пока не знают страха. Им обязательно нужно посмотреть и попробовать все, до чего можно дотянуться. Поэтому они обжигают руки об горячий утюг, который мама оставила на гладильной доске. Выпивают уксус, который стоит в холодильнике, пробуют на вкус бытовую химию и глотают лекарства из нижнего ящика стола. Все это надо не просто убрать повыше, но и закрыть на ключ. Убирайте мелкие предметы, пуговички, игрушки от Лего, которые разбираются, витаминки, их можно вдохнуть. Не давайте детям пищу, которые еще им не по возрасту. Последний тяжелый случай у нас был отмечен в конце мая. Это сосиска, которую ребенок вдохнул. Убирайте от них колющие, режущие предметы. И правда есть травматизм частый. Протестируйте сами игрушки. Там, где на игрушках написано, что их нельзя использовать детям до 3 лет. А главное – смотреть за ребенком во все глаза. Стоит на мгновение отвернуться. Он уже успел просунуть голову, между прочим, на лестничной площадке. Таких часто приходится выручать спасателям. Впрочем, специалисты прекрасно понимают. Мама, которая крутится по хозяйству, волей-неволей отвлекается и оставляет малыша без присмотра. Но при этом она не должна забывать создать все условия для его безопасности. Например, установить на то же окно фиксатор. Например, почему ребенок упал с балкона? А потому что там стоит табуретка. На нее можно спокойно залезть и заглянуть тогда. Если есть москитная сетка, она это создает такую иллюзию, что какая-то преграда имеется. Тогда на самом деле москитные сетки не очень слабые. Поэтому часто причина бывает, скажем, таких несчастных случаев, то, что ребенок не знает этого. Он не понимает. Ребенку не сказали об этом. Не предусмотрели то, что нельзя там оставлять табуреточку, предположим, чтобы ребенок мог залезть туда. Вот в основном такие. То есть ребенку надо показать, что нельзя вот это делать. Почему? Вот это основная причина. Медики напоминают, в каждой семье на видном месте должен быть номер единой экстренной службы 112. И скорую помощь надо вызывать, даже если малыш вроде бы не сильно стукнулся. Порой незначительный удар может спровоцировать внутреннее кровотечение. И мама, которая как никто другой знает своего непоседу, всегда должна помнить, любая травма для ребенка – это месяцы, а порой и годы лечения. Несчастный случай может привести к инвалидности, а может и оборвать жизнь. Елена Кононова, Павел Люлянмин, телеканал Юрган.